Ассаламу алейкум. Махкойма Сергей. Мы знаем и видели по телевизору, что глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович провел совещание. Уже начат третий этап в Чеченской Республике. И что это означает? Это все люди могут спокойно передвигаться по республике и выезжать из республики, и также проезжать. Но те, кто приезжает в Чеченской Республике, они все должны иметь при себе справки. Естественно, если они переболели, то у них должны быть анализы, что они переболели этим. И в этом случае они не будут на карантине. Если те, кто вдруг там сдалека, с Владивостока, там за неделю делают справку, они едут, и у них результат анализов, неделя прошла примерно на машине или всякое бывает. Те, у кого не будет справки, эти люди, естественно, будут здесь на границе, мы будем контролировать. И они, когда заедут в республику, должны будут сдать анализы и получить эти справки, что они не больные. В этом случае эти люди не будут на карантине. До тех пор, пока они не сдадут анализ и не получат результат анализа, в этом случае они это день, два, три максимум. Но это зависит от каждого человека, от него, сколько дней он будет находиться на карантине. Поэтому вот такой порядок работы. Пока туристическое направление, оно, мы знаем, остановлено, как из России, то же самое, и в Чеченскую Республику то же самое. А так, передвижение, оно абсолютно прозрачное, спокойное, люди могут передвигаться, наши граждане Чеченской Республики могут ездить, проезжать обратно, также самолетом, также мы и железнодорожное сообщение тоже сейчас открываем, над этим работаем. Сейчас в сети появляются такие комментарии, что якобы жители Чеченской Республики не выпускают за пределы, что, мол, какая-то проблема возникает на границе. Это абсолютная неправда. Это ложные какие-то фейковые сообщения. Это делают их люди, которым делать нечего. Поэтому или они не знают, или где сидят, там в Европе, я не знаю, или еще где-то, и сбрасывают вот эти нам непонятные сообщения. Абсолютно любой человек может ездить и проезжать, только есть ограничение в одном случае, что если они приедут, они должны сдать анализ и получить результат анализов для того, чтобы, приехав в республику, они, не дай Всевышний, чтобы они были зараженные, вдруг они будут заражать остальных. Вот и все. Это есть везде. Я думаю, любой человек должен в первую очередь заботиться о своем близком, о себе. И такой же порядок у нас, как и везде.